Яз булгач, нәкый исәнбәт. Боз киткәч, җир кипкәч, сыерчыклар килгәннәр, ояларын күргәннәр. Сайлап-сайлап йөргәннәр, мин ясаган ояны икесе бик яраткан. Олмасын дип башкалар саклашалар чиратлап. Сәлам биреп аларга ерактан ук сызгырам. Сәлам биреп алар да шундый итеп сызгыра, хәтта миннән уздыра. Боз киткәч, җир кипкәч, саф аяз көннәрдә китәрбез юл белән зәңгәр су урманга. Күбәләк куарбыз, чәчәкләр җыярбыз, шатланып җырларбыз, күңелле булганга. А сейчас перевод на русский язык пословный. Стихотворение татарского поэта Нәкый Исәнбәт. Нәкый Исәнбәт. Яз булгач, яз — весна, булгач — когда она наступит, когда она будет. Булгач — после того, как она наступит. Боз киткәч — когда пойдет ледоход, уйдет лед. Боз — лед, киткәч — уйдет. Җир — земля, кипкәч — высохнет, когда высохнет земля. То есть вот это окончание эщ, ощ означает когда. То есть вместо того, чтобы писать когда сойдет лед, когда высохнет земля, когда наступит весна, у нас есть суффиксы гощ, гещ, кощ, кещ. Эти суффиксы прибавляются к форме императива. Кит, киль, сыерчыклар, скворцы. Лар — это множественное число. Килгәннәр — пришли. Уяларын. Уя — это гнездо. Уялар — гнезда. Уяларын — винительный падеж. Они увидели свои гнезда. Н в конце — это обозначение принадлежности. Значит, эти гнезда принадлежат им или будут принадлежать им. Күргәннәр — увидели. Нер — это тоже показатель множественного числа. У нас оно пишется как суффикс нер, нор или лер, лор. В зависимости от того, заканчивается слово на букву Н или Л, или на гласные, или на звонкие согласные. То есть по принципу сингармонизма можно логически вычислить, как приятно звучит, значит, это будет правильный вариант. Вот смотрите, сравниваем. Если мы припишем к глаголу курген окончание лар, кургенлар, звучит как-то некрасиво. Если мы произнесем кургенлер, это звучит словно язык можно сломать. После «н» произнести сразу «л». Поэтому для благозвучия превращается «л» в «н» и легко произнести «кургеннер». Переводим дальше. Сойлап, сойлап. Выбирали, выбирали.
На русский оно переводится просто одним словом «выбирали», поскольку в татарском языке, как и в некоторых тюркских, а также в китайском языке, для выражения эмоциональности употребляется удвоение слова. То есть сойлап для красоты. Выбирали, юргеннер ходили. Слово юргеннер можно тоже не переводить. Оно просто тут употребляется, поскольку сойлап юргеннер это для благозвучия. Мин, ясаган, сделал, которые уяны гнездо. То есть у нас получается скворцы выбирали и выбрали в конце концов то гнездо уяны, которое сделал я. Ясаган прошедшее время. Ган. Ясаган я, который я сделал. Икысы бик жараткан. Двое имеется в виду из скворцов. Икысы. Икы это два. Двое икысы. Бірсі один из. Үшісі один из трех. Трое. Дуртысы четверо. Итак, икысы двое очень полюбили. В данном случае переводится как двоим очень понравилось. Понравилось то гнездо, которое сделал я. Olmasın deyip бошкалар, чтобы другие не взяли. Дип здесь просто помогает, как бы подразумевает, что якобы скворцы думают, что это гнездо кто-то может захватить, занять. Поэтому и употребляется вот слово дип. В отличие от русского «д», мягкое «д», у нас произносится глухо. Не «дип», а «дип». Кстати, в итальянском тот же самый звук «д», мягкое. А вот во французском, так же, как и в русском, произносится «ди», такое мягкое «дип». А здесь в татарском и итальянском «дип». Бошка – другой, бошкалар – другие. Олма. Олма звучит так же, как яблоко, но здесь это глагол «не бери». Ол – бери, олма – не бери, олмасын – чтобы не взял. Сын – это такой суффикс. Чтобы не взяли другие, олмасын дип бошкалар, соклашалар ширатлап. Шират – очередь, ширатлап – лап суффикс по очереди, ширатлап. Буква Ч читается как Щ. Ширатлап, соклашалар. Есть глагол соклау – охранять, соклашалар – множественное число лар, значит, они вдвоем охраняют. Ша – это суффикс, который редко употребляется и означает как бы вместе. Соклашалар. Можно было бы перевести соклылар, щиратлап, но здесь, поскольку идет рифма и ритм, то поэт решил употребить вот дополнительный суффикс, который вовсе не утяжеляет, не меняет смысл, а просто для благозвучия придает нужный третий слог. Сокла, шала, четвертый слог. Получается так. Олмасын дип бошкалар, соклашалар, щиратлап. По очереди охраняют. Сәлем биріп оларға, привет, давая им, биріп, давая, вот это окончание, где причастие, правильно? Оларға им. То есть они охраняют
соклашалар ширатлап по очереди охраняет, давая им привет, передавая привет, либо переводится приветствуя их. Приветствуя их, Ерактан ук сызграм. Я им свищу. Сызграм. Я с им свищу. Я им свищу. Местоимение «я» уже употреблять не нужно, поскольку мы видим по окончанию буквы «м», что это первое лицо, единственное число «я». Сызграм, свищу, свистеть. Жирактан ук, издалека. Ук – это как бы выражение эмоциональности, и жирактан ук – издалека, издалека. Жирак – далеко, далекий. Жирактан – издалека. У нас, поскольку нет предлогов, у нас идут только суффиксы. Вот это как раз тан означает из. Ерактан ук сызграм. Буква Е в Татарстане и в России татарами произносится по-разному. Некоторые произносят ее как Е, некоторые как Ж. Такое наблюдается в разных языках. В испанском, например, где мексиканцы произносят «эджа», например, она произносится «дже», «эджа» – «она», а испанцы из Испании произносят «эя». То же самое слово. И все понятно. Еще добавлю, что официально принято в Казани, в Татарстане, особенно для телеведущих и радиоведущих, читать букву «Е» как «Е». Такой был закон, так обучали дикторов в советские времена, но с тех пор уже прошло как бы в последние 20 лет тенденция, точнее, я могу сказать про BBC. Если сравнивать, как их тщательно отбирали, дикторов, для того, чтобы вещать, им приходилось переучиваться и выучивать стандартный такой официально принятый в средствах массовой информации такое произношение, то сейчас, последние 20 лет, как и в Татарстане, дикторам позволяется придерживаться того произношения той области, где они выросли. И сейчас что только невозможно услышать. Как на BBC, сразу по акценту видно, из какого графства и какого происхождения, и какого уровня образования человек. И то же самое касается Татарстана. Ну, насчет уровня образования я бы не сказала, что это влияет. Люди с несколькими высшими образованиями все равно могут читать букву Е как Дже, как уважение к своим предкам, которые выросли в определенных районах города, точнее республики и вообще из других регионов. Вот, например, недавно на телевидении была передача, по-моему, из Челябинской татарской деревни в Челябинской области. Там произносят букву Дже. То есть Е читается как Дже. Я тоже, отдавая дань своему папе, произношу и читаю как он. То есть Жирактан. Смысл от этого совершенно не изменяется. Это уже зависит от того, как вам приятнее и удобнее произносить. Мне, моему языку удобнее произносить жирак. Жирак. Потому что Ирак – это как-то Ирак. Для меня это как-то не так интересно. Ирак. Жирак более звучно, и его издалека можно услышать. Вот в этом смысле. Оно как-то более сочное и яркое, как весна или как лето. Итак, про особенность произношения буквы Е
как же в двух вариантах, е или же, я вам объяснила. Сәлем биреп аларда, сәлем биреп аларда, шундый итеп сызгыра. Так. Они тоже, аларда, алар они, да, тоже, биреп, сәлем, отдавая привет, свистят, точно так же, таким образом, шундый итеп, шундый так, итеп более усиливает, хәтта даже миннен уздыра. Миннен уздыра лучше меня переводится. Мин я, нен чем, то есть чем я, даже чем я перекрывают уздыра, то есть по свисту они так лихо насвистывают, что лучше, чем человек щебечут. Уздыру, уздыру – это глагол проходить, переходить. Там много значений. Вот в этом смысле здесь оно переводится как «пересвистывают даже меня». Бус киткеш, лед, киткеш, когда ушел, сошел, жир, земля, кипкеш, когда высохла. Кибу – это глагол киберге – высыхать. Киберге буква «Б» перед глухими гласными превращается в букву «П», оглушается. Эта тенденция во многих тюркских языках существует, поэтому не теряйтесь. Попробуйте, если вам приходится искать в словаре, обращайте внимание и вот на такой факт, что буква «П» может в словаре писаться как буква «Б», и инфинитив будет «кибу», «киберге». Пишется точнее, произносится «киберге». Что делать? Высыхать, «киберге». Но в словаре дается как «кибу», высыхание. Высыхание. На английский переводится как drying. Drying. Кибу. Такой якобы процесс. Соф. Чистый. В смысле не... Чистый не в смысле, например, чистый стол или чистая одежда, а соф имеется в виду чистота и прозрачность, например, воздуха. Соф. Или души. Когда душа чистая, про нее могут сказать соф. Ояз – ясное. Ясное имеется в виду, например, небо. Не фраза «все ясно». Нет, там мы это не употребляем. Там мы говорим «он нашел да». Все понятно. «Он нашел да». Ояз здесь ясно в понятии цветовой гаммы. То есть ояз безоблачное, чистое. Күн – день. Нер – множественное число. Дни. Де – в. В – дни. В дни. Чистые и безоблачные. Китер без юл белен. Белен с, предлог с, юл – дорога, глагол уходить, ре еще индикатор будущего времени, без мы. Китер без юл белен. Пойдем по дороге. Здесь идет нестыковка. Если в русском мы говорим по дороге, то в татарском мы говорим с дорогой. Китер без юл белен. В отношении юл тоже есть два варианта произношения. Официально читается как ю, а люди, которые выросли в определенных регионах, они читают, им удобнее произнести юл. Юл.
Зенгерсу урманга. Зенгер синий и голубой. Зенгер су отдельно переводится как вода, но здесь это суффикс, переводящийся как дающий оттенок голубоватый, синеватый. Зенгерсу. Урман. Лес, га, лесу. Чему? Лесу. Дательный падеж. Га – индикатор дательного падежа. Итак, китербез жул белән зәңгәрсу урманга. Пойдем мы по дороге к лесу в синеватой мгле. Кубәләк, бабочка, куарбыз. Будем гоняться за. За здесь не переводится. Кубаляк, куарбыз. Будем гоняться за бабочками. Кубаляк, бабочка, быз. Множественное число от мы. Куарбыз. А глагол ку или куарга. Гонять. Выгонять. Шешеклер. Шешек – цветок. Шешеклер – цветы. Жиярбыз – будем собирать. Ре – это будущее время. Быз – мы. Жиярбыз – будем собирать. Шотланып – радостно. Жырларбыз – жыр – песня. Жырлау – петь. Ре – будущее время. Быз – мы. Мы будем петь. Радостно будем петь. Куңыллы. Куңыллы весело. Куңыль – это душа. Куңыллы веселый. Булганга. Поскольку у нас на душе весело. Булырга – глагол быть. Булганга, поскольку здесь состояние, поскольку у нас в душе весело. Вот такой разбор стихотворения Някый и Самбета. Яз булгач. Когда наступит весна.